Депутаты Народного собрания Ингушетии, главы муниципальных образований, жители республики и студенты экономического факультета ИНГУ заслушали исполнение бюджета республики в прошлом году. По данным Минфина, общий объем доходов 38 миллиардов 342 миллиона рублей. При расходах 39 миллиардов 928 миллионов. Дефицит составил более 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Исполнение республиканского бюджета в 2023 году по доходам составило 94,4% от утвержденного плана в размере 46 миллиардов рублей, что на 1,5 миллиарда или на 18,1% меньше соответствующего периода 2022 года. Расходы республиканского бюджета исполнены 94,5% от запланированных годовых значений. Доходная часть бюджета сложилась из безвозмездных поступлений около 32,5 миллиардов рублей, налоговых и неналоговых доходов – это около 5 миллиардов 700 миллионов. Общая доля доходов приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета. Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений составляет это дотация на уравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации – 14,4 миллиарда рублей. Субсидии бюджетом субъектов Российской Федерации, которые с федерального центра нам приходят в сумме 14,9 миллиардов рублей. Субвенции в размере 1,5 миллиарда рублей. Министр также сообщил, что для обеспечения бюджетного процесса в республике, в том числе бюджетного и налогового законодательства, ведется непрерывная работа. В 2023 году для стимулирования налоговых поступлений и увеличения доходов республиканского бюджета был реализован план мероприятий по росту доходного потенциала, что дало свои плоды. В результате в республиканский бюджет дополнительно в 2023 году поступили средства в размере 138,7 миллионов рублей. Сразу здесь хочу оговориться, что данная работа не только плоды деятельности Министерства финансов Республики Ингушетия. Если мы поднимем план, конечно, значительная часть приходится на работу налоговой службы и муниципальных образований по выявлению скрытых резервов, легализации объектов налогообложения и легализация теневой занятости. Что касается социальной политики, приоритетом на 2023 год были социальные выплаты и пособия, ежемесячные денежные компенсации отдельным категориям граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты специалистам села и другие субсидии. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 год профинансированы в сумме 6,1 миллиарда рублей, что составляет 93% к утвержденным расходам. Какие это расходы? Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в сумме 3,4 миллиарда рублей. Здесь у нас финансирование прошло в 100% объеме. Мероприятия в области занятости населения порядка 1 миллиарда рублей, ну если быть точнее 939 миллионов в 100% объеме исполнено. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 529 миллионов рублей. Реализация мер социальной поддержки по оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 226 миллионов, это 87,9%. Реализация мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в размере 237,6 миллионов рублей, это у нас 77%. После доклада министра депутаты и гости смогли задать интересующие их вопросы. Поднимались темы индексации заработных плат учителям республики, финансирование для внесения книги по ингушскому языку во Всероссийский реестр, обеспечение лекарствами больницы республики. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.